С воскресным днем, дорогие братья и сестры! Нам бы немножко продержаться еще до Нового года, когда день уже станет увеличиваться. Но сейчас эта темнота, этот мрак, этот маленький световой день, он, конечно же, не способствует нашей духовной даже бодрости и телесной. Но, тем не менее, свет во тьме светит. И мы знаем, что солнце, несмотря на то, что сегодня мы его не увидим, оно все равно нас греет и светит нам. Свет Христов просвещает всех. Сегодня у нас праздник, в какой-то степени профессиональный наш праздник, потому что наш монастырь окружен больницами, интернатами. И здесь тысячи людей лечатся, да. И трудно вылечиться. И можно ли вылечиться на этой земле от всех болезней? Нет? Нельзя. Но, тем не менее, очень важно, чтобы мы сострадали, сопереживали людям, которые страдают и в которых силы истощаются, чтобы мы служили им. Поэтому когда-то еще отец Николай Гурьянов, будучи живой, сказал такое нам слово, как завет, что за молитвы больных вы спасетесь. Мы все больны с вами. И вокруг нас тоже очень много больных. И рано или поздно приходится служить больным, и близким, и не очень близким. И для этого нужно очень много любви и терпения. Для этого нужно смирение и, конечно же, помощь Божия. И поэтому, конечно же, мы видим, как Господь служит нам. Все-таки главный врач – это Христос, который пришел не спасти и исцелить кого-то, а чтобы все спаслись и в разум истины пришли. И вот мы знаем, как нужно жить, и как нужно слушаться небесного врача, и что нужно делать, чтобы не болеть. Но мы не слушаемся и грешим, и поэтому страдаем. Поэтому опять же, повторяя те же самые ошибки, мы, понимаете, в недоумении. Господи, где же Ты? Почему я должен все время болеть? Почему я должен все время страдать? Почему вокруг меня все страдают, все болеют? Да. А Господь принес лекарство. Это любовь Его, которая исцеляет всякую болезнь. Вот смотрите, мы причащаемся во здравие души и тела. Кровоточивая женщина, издавшая сегодняшнее Евангелие, издавшая все свое имение, то есть она все потратила на то, чтобы поправиться. Наверное, имение было немалое. И никто ей не смог помочь. И вот Христос ей помог. Потому что у нее была вера. У нее была вера. И поэтому и тот больной, у которого дочка уже смертельно была, в смертельной болезни, и когда сказали, не надо уже беспокоить учителя, все равно она умрет. Только веруй, спасенна будет. И вот я думаю, да, у нас есть свои болячки, у всех, наверное. Я думаю, что вот мы причащаемся тела и крови Христа. Мы можем из них, избавиться от них, исцелиться? Или у нас не хватает веры? Вот почему мы все-таки часто продолжаем болеть? И это действительно промысел Божий иногда. Понимаете? Потому что, как Амвросий Оптинский когда-то сказал одной богатой барышне, когда его просили, она, бедная, мучилась, страдала. Она была духовно больна, беснование было у нее.
И когда ее так все просили со слезами: батюшка, исцелите ее, помолитесь. А он говорит: ей нельзя исцеляться. Потому что если она исцелится, она уедет из Оптиной пустыни и поедет на балы. А там ее ждут богатые женихи. И там опять начнется та жизнь, которая привела ее вот к такому состоянию. Поэтому, дорогие мои, мы должны доверять Богу. Должны доверять Богу всю свою жизнь. Что наша жизнь расписана у Бога по минутам. Понимаете? Если бы нам было спасительно, Господь бы сегодня нам открыл, как в какой день, в какой год мы с вами уйдем в вечную жизнь, из временной жизни. Но нам говорят: живите каждый день как последний. И мы просим, чтобы в этот день, который наступает, нам не согрешить. Но мы знаем, что время наше, конечно же, становится его все меньше и меньше. И поэтому цена этого времени увеличивается. Потому что за это время мы должны многое с вами успеть. И поэтому Церковь нас готовит к этому. Отложите всякое земное попечение, да, на Херувимской. И горе поднимаем сердца. И это нужно делать не только в храме. Это нужно делать и вне храма. Надо все время помнить о своей бессмертной душе и не забывать о том, что ей тоже нужна передышка. Ее нужно укреплять молитвой, чтением святых отцов и, конечно же, Писания. Ее нужно укреплять добрыми мыслями, помыслами и трудами. Душа нуждается наша в заботе, а мы ее оставляем в небрежении. И это ошибка, которая может стоить слишком дорого. Поэтому, конечно же, жизнь наша продолжается, и мы, выходя из храма, мы спешим, нам нужно что-то сделать, что-то приготовить, что-то купить, с кем-то пообщаться, что-то решить. Но все это, понимаете, стихийно. И все это происходит, понимаете, как-то не обдуманно часто. Понимаете? Вот если бы мы думали, вот встали, помолились, что главное сегодня в этот день, да? Какие главные задачи я ставлю себе, остальное приложится. Но, в общем, главная эта задача – сохранить Бога, сохранить связь с Богом. Главная задача – сохранить мир в себе. Понимаете? Остальное уже более второстепенные вещи, хотя, конечно, их много. И поэтому, конечно же, когда мы правильно начнем думать и правильно строить свой день, это поможет нам войти в жизнь вечную. А когда у нас все, понимаете, перевернуто, когда мы не успеваем, когда мы отчаиваемся, когда мы, понимаете, не доверяем Богу и пытаемся лезть туда, куда нам вообще лезть не надо, мы тратим силы и ничего не приобретаем. Поэтому по плодам узнаем, что мы сегодня, на что мы способны. А плод духовный есть мир, радость, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Плод духовный – это наше единение с Богом, это наша связь с Богом, это тот мир внутри нас, который необходим для того, чтобы вокруг тебя люди спасались, чтобы твои ближние не страдали, не мучились. Это может быть только тогда, когда в нас будет Дух Святой, когда в нас будет Бог. И это самое трудное, понимаете? Мы можем говорить многие слова и находить их красивыми, понимаете, и вроде как бы все складно получается, а внутри мира нету. А внутри, понимаете, неизвестно что, тревога, сомнение, какая-то, понимаете, напряжение такое, неспокойное, понимаете. Мы боимся, мы думаем, а что будет, а если? Да ничего, если не будет. Все в руках Божьих. Доверяй Богу и не суетись, иди вперед. Путь один, только за Христом. Конечно, ты хочешь передохнуть, да, но передохни, сядь на лавочку. Ну, понимаете, что-нибудь так немножко
повеселись, но немножко. А когда множко, это уже будет чрезмерно, это уже будет не на пользу. Всегда нужно знать свою меру, понимаете? Потому что можно покушать, и вкусно, и сытно покушать, и это будет на пользу. Но когда ты объешься, это уже будет никому не надо, понимаете? Так же и в питье, так же в любом деле, всегда нужно знать меру. Вот понимаете, какая формула количества еды у преподобного Силуана, как нужно кушать, чтобы после еды можно было молиться. Понимаете, все, вопросов нет. И у каждого своя мера. Но когда ты объелся, и тебе уже понимаете, от этой пищи тебе уже вставать не хочется, то, конечно, это уже будет перебор. И будет не на пользу. Поэтому всегда нужно искать эту меру, золотую середину. Всегда нужно помнить, понимаете, что мы здесь временны. И привязываться к чему-то сейчас, в этой временной жизни, неразумно. Потому что рано или поздно это придется оставить. Как страшно бывает, когда люди, привязавшись друг к другу, уже без друг друга жить не могут. И это, говорят, настоящая любовь. Но мне кажется, это в книжках многих таких написано. Вот умер муж, и потом умирает жена. Потому что уже без друг друга они жить не могут, да? Но по православному, по-другому. Умер там муж, и жена пошла в монастырь молиться за его душу. Понимаете, жизнь продолжается. Или там она посвятила, или умерла жена, и муж посвятил себя служению какому-то, понимаете? А здесь, понимаете, получается, что вот у меня есть какая-то привязанность, любовь это, конечно, да, мы же не говорим. Но больше Христа я не вижу. Понимаете, в чем дело? Что Христа-то я не вижу. А мы же должны жить, служить Христу. И во Христе черпать все силы для того, чтобы, понимаете, кого-то полюбить. Хотя бы одного человека. И это бывает крайне трудно. Поэтому, дорогие мои, продолжается наш путь. Скоро начнется пост. Пока мы еще кушаем по календарю нашему, все нормально. Да, и готовимся к Рождеству уже, да, уже готовимся к Рождеству, а вообще и к крещению мы уже готовимся, да, уже так как-то проверяем. Я пожелал, чтобы 30 градусов мороза было на крещение, чтобы мы взбодрились немножко. Ну, все может быть, конечно, Бог нас слышит все-таки. Бог слышит нас, понимаете? Когда мы говорим, я не знаю, что мне делать, а что ты хочешь? А вот не разобралась. Или там жениться, или там еще что-нибудь, да, куда-то пойти, или еще что-то. А что ты хочешь? Да я не знаю, я ничего, наверное, не хочу. Это неправильно. Понимаете? Человек должен что-то хотеть, вот поэтому человек должен думать, строить какую-то себе перспективу и просить Божьего благословения на это, а не просто я ничего не знаю, я ничего не хочу. Ну, что будет, то будет. Понимаете? Мы все имеем свои обязательства. Все мы имеем свое послушание. У всех есть свое место. У всех есть свой круг общения, понимаете? Он ограничен, этот круг общения. И вот в этом поле, да, вот в этом пространстве нам нужно и служить Богу, а не искать каких-то заоблачных далей и куда-то лететь, куда нам совершенно, абсолютно не надо и вредно. Поэтому знай себя и хватит себя. Сиди в своей келье, и она тебя всему научит, понимаете? Да, не суетись, не торопись, а будь внимателен, как ты живешь. Спаси и сохрани всех, Господи.